Этого события ждали больше 4 месяцев. Борцы с оргпреступностью двух государств, Кыргызстана и Таджикистана, провели совместную спецоперацию в Душанбе. Задержали активных членов бандитских формирований, предположительно имевших отношение к громким политическим убийствам в Кыргызстане. Специальным рейсом из Душанбе, несмотря на нелетную погоду, их этапировали в Бишкек. Самолет приземлился ближе к ночи. Аэропорт Манас. Бойцы спецназа ведут двух, можно сказать, особых пассажиров – Сыдыка Бурбуева и Кадырбека Досонова. Долгое время они находились в розыске. Досонов, по версии следствия, в криминальной иерархии занимает весьма солидный пост смотрящего по Ошской области. Ему инкриминируется грабеж и вымогательство. Сыдык Бурбуев объявлен в январе этого года международный розыск по обвинению в убийстве Умурбека Усмонова, того самого, который взял на себя вину за смерть экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. По прилету задержанных на двух разных милицейских автомобилях увезли в изолятор временного содержания. Процесс экстрадиции членов ОПГ затянулся на несколько месяцев, как объясняют в МВД, исключительно из-за бумажной волокиты. Бурбуев, как оказалось, перебрался в Таджикистан по поддельным документам. Насчет Бурбуева фотографии отправили полными данными. Вот тогда они уже начали двигаться, помогать нам во всем. Спасибо ребятам в Таджикистане. Приезжали сюда тоже сами, начальник УБОП и зам их. По версии следствия, после кровавой расправы над Медетом Садыркуловым, Сергеем Слепченко и Кубатом Сулаймановым, Лексус с их трупами люди Джаныша Бакиева отдали членам ОПГ. Теперь начиналась их работа. Бандитам с самого начала была отведена одна задача – инсценировать ДТП. Преступники, как писали потом в газетах, готовились тщательно. Они купили старенькую Ауди и подобрали исполнителя, ранее судимого Умурбека Усмонова. Он сел за руль иномарки и ударил по ранее пригнанному джипу с трупами, но загоревшийся внедорожник, как планировали, не упал в пропасть. Версию о ДТП пришлось срочно корректировать на месте. Автомашины пылали над пропастью еще долго. Кстати, силовики в неофициальных беседах признаются, что Джаныш Бакиев неподалеку лично наблюдал за ходом инсценировки, но после неудачной попытки скинуть садыркуловский джип в пропасть, он спешно покинул место происшествия. Стрелочник Умурбек Усмонов, действуя по сценарию, побежал на помощь. Позднее он всю вину взял на себя и сел в тюрьму. Долго сидеть в колонии поселения Усмонову не пришлось. Вскоре он вышел на свободу, дав обязательство являться на отметку. Затем грянула апрельская революция. Сомнений не было. Рано или поздно стрелочника уберут как лишнего свидетеля. Он мог многое рассказать новым властям. Через считанные дни после краха режима Бакиева на окраине пригородного села Кокджар милиционеры нашли труп Умурбека Усмонова. Его ударили острым предметом более 10 раз и задушили. Подозревают в этом убийстве членов ОПГ Алманбета Анапияева. Один из них тот самый Сыдык Бурбуев, которого этапировали из Душанбе. Убийство Усмонова в конце концов привело к исполнителям и заказчикам жестокой расправы над Медетом Садыркуловым, говорят милиции. То, что в этом страшном преступлении участвовали сотрудники СГО, переодетые в форму ГАИ, пограничники и даже блатные, заставило содрогнуться всю республику. Сегодняшнее расследование обещает дойти до всех участников этих циничных политических убийств недавнего прошлого. Канат Каниметов, Бактур Сундюшембеков, Батыр Зарлыков, Общественный Первый канал.